Салям себе. Здравствуйте, меня зовут Ажар. И мои видео предназначены для русскоговорящих людей, которые когда-либо хотели научиться казахскому языку, но у них не получилось. Если вы из этого числа, то мои видео как раз-таки для вас. В каждом своем видео я демонстрирую легкий, быстрый, эффективный способ запоминать казахские слова. Сегодня мы будем запоминать такое слово, как тәтті. Вот здесь вот она как но только тоньше звучит. И вот эта буковка она как и, только тоньше тоже звучит, нежнее. Тәтті. Не тәтти, а не тәтти, а тәтті. Если у вас сложности с произношением этого слова, вы можете загуглить его произношение и потренироваться, и у вас все получится. Вот, это слово тәтті означает сладкий, сладость, лакомство. То есть здесь и прилагательное сладкий, и сладость, и лакомство – это уже существительное. То есть, в принципе, это слово можно использовать и как прилагательное, и как существительное. Про все, что имеет сладкий вкус. Я подобрала вот такую картинку. Ну, точно, кусочек торта. Это сладость, это тәтті. И мы, как обычно, составляем предложения, русские предложения, подставляем вместо слова сладкий, сладость или лакомство слово тәтті. Кстати, тәтті можно применять не только в отношении того, что имеет сладкий вкус. Тәтті может еще и применительно к отношению к чему-то, такое теплое, радостное, приятное отношение. Вот, например, к детям, да, говорят тәтті бала, да, там сладкий ребенок, или там тәтті қыз, да, там сладкая девушка, да. Ну, то есть она, конечно, не имеет сладкий вкус, да, но у нее она вызывает такое ощущение прямо сладости, сладкой, да, и, ну, какое-то приятное ощущение. Вот. И составляем предложение. Когда я была в Чехии у подружки, мы там не могли найти ничего тәтті, что вот в нашем понимании тәтті, да, вот в нашем понимании тәтті это вот торт, пирожное, да, это вот все такое достаточно сладкое. Там мы не могли найти ничего, все такое достаточно пресное, очень мало сахара, вот, и поэтому у них свои собственные представления о тәтті. Кстати, турецкий тәтті, да, наоборот, отличается очень большой сладостью, вот, и поэтому видите, в каждом народе свои представления о тәтті. В Дубае тоже прямо, когда мы ели всякие тәтті, там прямо очень-очень много тәтті. Индусы, я думаю, я знаю точно, вот смотрю иногда видео, как они готовят еду, и они прямо очень тәтті, очень много сахара, очень много всяких сухофруктов, да, фруктов добавляют и так далее, меда. Вот. Мы тоже в советское время мы любили прям очень такие тәтті, торты, пирожные. Вот, помню, пойдешь после школы, заходишь в кулинарию, там какие-нибудь пирожные, картошка тәтті, или заварное тәтті пирожное, да, покупаешь и с кайфом ешь его. Мороженое было очень тәтті. Вот вчера мы с дочкой ели мороженое, но оно мне, не знаю, не показалось вообще тәтті какой-то привкус. Или мне уже просто возраст, может быть, даже и такое. Некоторые люди вообще не любят тәтті. Некоторые люди очень любят тәтті, прям хотят тәтті. Вот. Однажды, когда я была в Египте, нас угощали финиковым соком. Он прям нереально, прям такой пересладкий, перетәтті.
Я чуть-чуть выпила и все, потом отказалась. Ага. Также нас угощали соком тростника, он тоже очень тетте. Вот. Ну, в общем, кому что нравится. Кому-то нравится очень тетте, кому-то нравится не очень тетте. Вот. И, например, в отношении детей тоже. Например, любой маленький ребенок, он кажется прям тетте для своих родных, для своих родителей. Так и хочется его затискать, и хочется прям даже его съесть иногда, да? Вот. Некоторые люди для меня прямо иногда такие теплые прямо для меня, что я прям начинаю умиляться этими людьми. Некоторые люди вызывают не ощущение тетте, а наоборот ощущение оскумены. Вот. Маленькие дети, кстати, вот маленькие детеныши животных, они вот вызывают вот это ощущение тетте, да? Иногда смотришь на котенка маленького там, или щеночка, или там цыпленочка, да, и такое умиление сразу. Интересно, с чем это связано, да? Вот. И только вот эти детеныши, только родившиеся детеныши, этих не вызывает у меня ощущение тетте, этих, как его, такие маленькие мышата, как их называют? Хомячата. Хомячата, они же такие прозрачные рождаются. Вот вообще нет ощущения тетте. Вот, ну это были предложения. А вы, в свою очередь, составляйте свои собственные полноценные предложения в достаточном количестве для того, чтобы раз и навсегда запомнить слово тетте и использовать его в своей жизни. Обязательно применяйте все слова, которые вы уже запомнили. Применяйте для того, чтобы еще больше, еще лучше их как бы наработать, запрактиковать. Обязательно применяйте этот способ. Для того, чтобы действительно запомнить, нужно прям составлять предложение. Это важное условие. Почему важно применять эту технологию? Вообще любую технологию надо применить. Вот если у вас есть технология выпечки хлеба, да, она предполагает, вот, например, там вы просеяли муку, да, вы добавили воду, вы добавили соль, вы добавили там еще что-то, да, замесили тесто, раскатали там или сформировали и так далее, выпекли, положили в печку, выпекли, да. Вот это технология изготовления хлеба. Если вы будете нарушать эту технологию, поменяйте местами эти несколько действий. Или замесите тесто, но не поставите его в печку, вы не получите хлеб. Точно так же, если вы не будете полностью применять технологию запоминания слов, прояснения слов, то вы не запомните, у вас не будет результата. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы применяете этот метод. Спасибо за то, что смотрите меня, ставите мне лайки, пишите комментарии. Большое вам спасибо. Подписывайтесь на меня. Сау болыңыз. До свидания.